О, чекад зуд соати думи барномаи микшо шурӯъ шуд 88 дақиқа ва мо интизори шумо будем. Воқеан ҳам интизори шурӯъшавии ҳамин будем ва умедворам ки шумо ҳам интизори ба шурӯъшавии соати дуюми барномаи микшо будед. Салом аз соати дуюми барномаи микшо. Умедворам ки дар ҳамин мавҷиду моро пайгирӣ мекунед. Ва дуруд, Андрей. Привет, Дишот, конечно же, это удивительная пятница продолжается, это второй час вечернего микс-шоу, с вами те же самые персонажи, но, правда, хочу добавить то, что совсем скоро появится замечательный гость, очаровательный гость, правда, мы уже его наблюдаем, а вы пока его не видите, завидуйте нам. Вале агар мехоҳед ки бубинед, ба саҳифаи фейсбуки мо ва инстаграми мо ворид бишавед ва ин меҳмони қашанги моро онҷо бубинед. И тогда эта странная фраза, которую мы часто говорим в эфире, когда к нам приходят гости: «Смотри радио», заиграет новыми красками. Смотрите радио прямо сейчас в наших социальных сетях, в наших страничках. Я думаю, обязательно вы увидите и узнаете, кто у нас сегодня в гостях. Но прежде, друзья, пару слов о погоде. Сегодня в столице температура плюс 24, плюс 33, будет ясно, без неприятных осадков. В городе Худжанде этим вечером плюс 24, плюс 34. Небольшая облачность, но без осадков. ҳавои бухтар бошад ин шом 25-35 дараҷа гарм аст. ҳавои офтобӣ дар хоруқ бошад ҳоли ҳозир 11-18 дараҷа гарм аст. Кам абр асту бебориш. Невозможно остановить время, а сохранить лучшие моменты жизни поможет фото- и видеотехника от Sony и Panasonic в техноторговом центре «Волна». Снимай и фотографируй ярче, четче, объемнее. Цифровая техника от известных производителей. Отличная оптика, стильный дизайн, компактные размеры. «Волна». Техника вместе с вами. Друзья, на самом деле сначала это была просто лужа, неопрятная лужа, а теперь это настоящее озеро, ведь к нам прилетел грациозный лебедь, балерина, прима Таджикского государственного академического театра оперы и балет Касымова Фарангиз. Добрый вечер и добро пожаловать. Хуш омадед ва шоми шумо бахайр бошад, Фарангиз. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой нежный ангельский голосок мы сейчас слышим в нашей шунавандаро студии. хуб бошон набарад, барем ками баландтар. ҳоло як соати дигар мо барнома дорем ва ғайр аз ин соат боз як соат дигар дорем, барем ками бо чӣ гуна гӯям энерҷитар. Все, я вас услышала. Вас услышали, Дильшот, Болтаев, все в порядке. Мы начинаем наш замечательный час. Это интервью, конечно же, с очаровательным человеком, который у нас находится сегодня в студии. На самом деле, обычно со сцены мы наблюдаем этих людей, которые потрясающие делают постановки для нас, которые наполняют, знаете, наполняют наш такой, знаете, приятный багаж знаний искусства, я бы сказал. И, Фарангиз, приятно наблюдать вас сегодня здесь. И первый вопрос, который все-таки мы хотим задать с Дильшодом. Нам интересно немножко сначала узнать о вас лично. Фарангиз, немного о себе. Как выбрали эту профессию и не жалеете ли? Так, ну, Пади қадар сол, не? выбрала я ее, будучи совсем маленькой, как твердит мама, да? Возможно, я этого уже не помню. С 3-4 лет пыталась как-то вставать на носочки, наблюдала за всеми балеринами. Будучи 9-летней, объявили в Душанбе конкурс о наборе детей в Пермский государственный хореографический колледж. Этот колледж является одним из самых элитных во всем мире, потому что там собираются ученики, да, студенты со всех уголков мира. Очень круто. И вот я попала на кастинг, причем первый раз мне сказали, что я не прошла. А почему? Ну, там была, как сказать, конкуренция такая небольшая, да. И поэтому меня тут же слили. Прям сказали, что... Причем наши, да? Слишком маленькая или слишком полненькая? Не комиссия, которая... Потому что в комиссии был директор колледжа и Уланова, педагог, да, один из ведущих этого училища. А тут наше местное руководство сказали: вы не прошли, до свидания там. Тихо, мирно меня отослали. Но я как-то спустилась на первый этаж. И мама говорит, упорно стала говорить о том, что нужно вернуться и спросить, может, где-то учиться можно. А когда мы вернулись, кастинг проходили я и моя двойняшка вдвоем. Когда вернулись, спросили, где можно учиться, обучаться, да, этому. Сказали, у вас одна девочка прошла. Тут оказалось, что это я. Все, спустя 2 месяца я уехала в Пермь.
отучилась там 8 лет, и по возвращению работала здесь в Душанбе уже как 10 ровно лет. Ну, замечательно. Это awesome. Вообще, профессия балерины — это адский труд. Вы об этом не пожалели? Нет, вы знаете, возможно, было какое-то сожаление, пока училась там. Потому что на самом деле в этой школе Вдалеке от родителей. Да. Это же очень Во-первых, сложно. да, Да, вдали от худые глаза. родителей, абсолютно другие люди, другая страна, культура и все тому подобное, да. Было страшно, но нас приняли настолько тепло там, вот нашу группу, да, таджикскую, что мы этого буквально через неделю абсолютно не чувствовали, что мы на чужбине находимся. Нас ждали воспитатели, которых заранее подготовили к приезду вот такой таджикской группы, которая будет учиться, да, 8 лет. Поэтому к нашему приезду хорошенько подготовились, нас приняли, приютили, и мы чувствовали себя там как дома. و چند نفر رفتین از تاجیکستان همون سال؟ Первый поток 6 человек, это 4 мальчика, да, и 2 девочки. Но сейчас у нас работают не все, конечно же, из того اونها потока. پارتافتن در وقت آموزش. Ну, там у каждого своя, да, судьба сложилась. Там один из однокурсников, да, коллег, допустим, ушел из жизни. Потом еще кто-то замуж вышел, кто-то уехал в Россию работать, да, в театре. Как бы у каждого свой путь. Ну, замечательно, здорово. Здорово то, что вы все-таки вернулись к нам. Ну да. И сейчас нас удивляете своей удивительной пластичностью и, конечно же, чувственностью на сцене. Кстати, это я не просто говорю. Очень один интересный комментарий к нам пришел в Фейсбуке. Один человек прям очень красиво все это описал и рассказал. Да. Но на самом деле, действительно, человек, когда любит свою профессию, он максимально старается показать это. И, по-моему, это здорово. И еще один вопрос. Мы сегодня, наверное, с Дильшодом попытаемся выяснить вообще, что такое балет. Вообще, что такое профессия балерина. Для нас немножко это сложно. Вообще, в понятии многих слушателей сейчас откроются какие-то некоторые интересные тайные секреты. Возможно. Возможно. Правда ли, что в балет нужно приходить только в возрасте до 7 лет? Нет, не до 7, нужно в 10 лет. Ну, можно заниматься, да, какой-то гимнастикой с детства. Даже вот у нас есть своя балетная студия, и к нам приводят деток аж с 3 лет. Даже 3 лет. 2,5 приводят, да. Там просто работаем над гимнастикой, над пластикой, да, над выворотностью какой-то. Но профессионально девочка там, либо мальчик могут поступать в училище с 10-11 лет. Потому что лет. стопка только формируется, да, там же на носочки нужно вставать и вообще все. Поэтому в 10-11 лет можно поступать профессионально уже учиться, а заниматься так любительски с 3 лет можно. از 3 سالگی ممکن است. Да, конечно. Спасибо. بهترین. و حالا که از رقص و بالت گفتیم، به غیر از بالت باز کدام نمودی رقص رو شما مثلا اجرا میکنید؟ مثلا موسیقی و یا که دیگر رقص ها، من کدام رقص ها دوست می‌داری، یا که خود رو سنجیدنید یا که سنج دیده که در دیگر نمودی رقص به غیر از بالت؟ Какие танцевальные стили Да, еще я конечно. попробовала, да? Да. Ой, знаете, многие. И хип-хоп пробовала, да, что неудачно у меня получилось, как мне кажется. Наверное, после балета вот в этот уличный стиль как-то, да, вот сложно было мне Дешево войти. распознаешь, да? Слишком Да. движения были плавные, да? Слишком, в кавычках. Но попробовала латиноамериканские танцы, да, в новую эру я пришла заниматься, но это прям мне село, да, на душу, безумно мне понравилось, очень долго я ими занималась, да. Потом, в связи с тем, что уже много работы, времени нет, я перестала как-то. Национальные танцы, я тоже с ними с детства не сдружилась абсолютно, потому что я хотела... Нет, вот, ну, вот не получается у меня, не мое. Не переживайте, мы вас научим. Парочку движений можем Всё, не подсказать. сомневаюсь. Ну, хорошо, тогда еще один вопрос. Вот есть наверняка какие-то определенные кумиры, возможно, великие балерины, на кого вы хотели походить?
Есть таковые? Ну, сейчас очень много, да, таких вот балерин, которых очень сложно как-то выделить, потому что каждая из них вот проявляет свою индивидуальность, да, по-своему. Они все хороши, линии ног, да, шаг, не шаг. Как бы, но я все же, наверное, буду восхищаться именно нашей балериной. Потому что, и что больше всего меня восхищает в ней, да, вот это упорство. Нам очень много рассказывали о том, сколько времени она проводила в зале в балетном, во сколько она уходила и в каком только состоянии она не занималась, да, она настолько болела этим всем, что практически не покидала зал. Ну вот в связи с чем, да, и вот будучи больной, когда занималась, она заработала вот эту себе болезнь. Как бы ее техника, ее виртуозность, это просто нечто. Малика Сабирова. Да, Малика Сабирова. Мне постоянно ее ставили в пример там, в Перми. И когда ругали, ну и временами хвалили тоже как-то. Говорили о ней, ее знают прекрасно, как именно таджикскую балерину, которая прославила Таджикистан во всем мире. Как бы я все же остановлюсь на ней, потому что... То есть ее вот упорство, ее характер... Упорство, характер, ее вот эта виртуозность, ее техника вращения... Я просто поднимаю руки, мне нечего сказать. وقتی که نمون کنسرتی که در بریلیانت دوشنبه گذراند رینیک خودش هم اونجا قید کرد که واقعا من دوست دارش هستم و در همون چیز خواست که یک چند رقصوی همونه بکند و اونجا تاریخش هم نقل کرد که واقعا اون هم عاشق ملکه شادروان ملکه Сабирова بوده است. بله. Мне с таким трепетом Райник говорил, конечно же, о Малике Сабировой, и с такой любовью. Это было что-то на самом деле. На самом деле человек живет этим. Ну, друзья, я думаю, стоит прямо сейчас прерваться на одну коротенькую паузу. Обязательно мы скоро вернемся, буквально совсем уже скоро. Оставайтесь с нами. سرودینا مهرنگار رستم ماهی مای میگد رفتیم. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. Ну что, друзья, на самом деле балет по радио услышать невозможно. Хотя, с другой стороны, если у нас сегодня находится замечательный человек, Касымов Фарангиз, то балет можно услышать и по радио тоже, друзья. И увидеть в том числе прямо сейчас этого замечательного гостя, который находится в нашей студии. Достаточно зайти на наш YouTube-канал Азия ТВ. Азия плюс ТВ. بله من میگم با زبان لاتینی مینویسید و اونجا پیدا میشود و شما میتونید که پخش مستقیمی که حال حاضر با مهمان خود فرانگیز قرار داریم شما ببینید ما را و همچنین مهمان قشنگ ما را ببینید و همچنین در صفحه فیسبوکی ما نیز میتونید که ما را در پخش مستقیم تماشا بکنید. Абсолютно верно. Ну и продолжаем наше интервью. Все-таки еще один вопрос, который хочу задать. Настоящим событием для культурной жизни Душанбе стала премьера модерн-балета «Золотое сердце Востока» в постановке хореографа из Перми Сергея Райника. Состоялась 5 марта эта премьера всего года. И, Фарангиз, у меня все-таки к вам вопрос. Тяжело ли было перестраиваться? Все-таки вы артистка такого классического жанра. Так, ну, перестраиваться было, конечно, тяжело, потому что это абсолютно новое направление, да, для нас. Ну, мы как так периодически изучали это направление в училище, ну, очень так, мимолетно. Поэтому мы так были удивлены очень сильно, думали, как же мы свое тело приучим, вот как модель, хаотичным это движением. Танец без границ, да, каких-то определенных. А в балете, в классике, там полная противоположность этому танцу. И было интересно. Я думаю, что у нас получилось вполне неплохо, потому что заинтересованность была, возможно, не столько в этом направлении, сколько в том, и восхищение в том, кто будет нас этому учить, да, всему, потому что это Сергей Райник, вот тот самый художественный руководитель балета Евгения Панфилова. Я еще с детства, ну, когда училась в Перми, я посещала их спектакли.
И для Так меня вы было- знакомы. Нет, мы абсолютно не знакомы, потому что я была просто ученицей, да, хореографического училища. Он был солистом и уже тогда руководителем, да, этого балета. И для меня это, знаете, вот, возможно, где-то там, в далеких моих мечтах было, что он когда-то приедет и будет с нами работать. Поэтому, когда мы с ним связались, я даже не поверила, честно говоря. Когда я увидела сообщение, я так почесала Махом головку листом, свою и думаю, так, это он, не он, может, фейковая страничка. Я очень удивилась. Нет, все оказалось реальностью. Это было здорово. Мы готовили, также скажу, у нас было мало времени на «Золотое сердце». Согласен. Мы уложились у него, и, мне кажется, выпустили такую бомбу, да, взрывную просто. Это было круто. бале ҳоле ки аз рақсу намин рақсуи модерн балет гуфтем, хуб вақте ки Райнек, Сергей Райнек омад, خب چی چیزا آموختین از رقص؟ خب ما کو کلاسیکی را خیلی خوب میدونستیم، شما هم خیلی خوب میدونید، اما وقتی که مدرن سرگی راینک آورد چی چیزا آموختین؟ یعنی که балет модерн, یعنی زمانوی چگونه بوده است؟ Ну, чего мы научились? Наверное, я научилась раскрепощаться в танце еще больше, нежели в классике, да. Вообще я сама по себе такая скрытная, да, мне очень тяжело раскрыться на сцене, несмотря на то, что у меня опыт и не маленький, и практика тоже не маленькая, но все же я каждый спектакль учусь этому по-новому, да. Он сыграл огромную роль, вот, получается, в моем развитии в этом направлении. Это круто, но посчитал все же в итоге, что я сторонница классики. И второй раз, когда он приехал, он уже подбирал под меня номера, вот знаете, модерн и классика, что-то такое. Як омехта. Да, была такая золотая середина, которой мы придерживались именно касаемо моих номеров. Какой совет он вам дал, чтобы вы максимально раскрылись на сцене? Что это было? Ой, там столько советов было, что нужно даже вспомнить все это. Вспоминаем хотя бы один. Так, ну, я говорю же о раскрепощенности раз Да. и не комплексовать. Не Потому комплексовать. что я очень часто вижу свои... Вот мне стоит посмотреть на себя в зеркало, я вижу свои минусы, у меня начинается, да, ой, это не получится, я это не смогу станцевать, психану, выйду, начинаю... Он говорит, ой, опять фарангист за свое взялась, ну ничего, придет в себя, придет Яна в ки себя. шура зуд шинохт. Да, потом все, видит, что я успокоилась, и постепенно мы начинаем... Он говорит... Хитрый психолог да, такой. Да, у него это очень хорошо получилось. дар жанри намин модерн баъдан киҳоро интихоб кард ки ҳоли ҳозир ва бе иштироки Райник ҳам ба ҳамин чиз машғул ҳастанд аз худамон. Кто работает в этом же направлении, да, по сей день, бале получается. ки Ну, интихоб кард ҳамин чиза? в принципе, все, потому что у нас единственный пока спектакль, да, в этом стиле, и он у нас идет в репертуаре. Если мы работаем, то работаем абсолютно всей труппой над этим спектаклем. Так есть в каких-то концертах, гала-концертах современные номера. Возможно, вот на закрытии сезона тоже какие-то номера из концертной программы «Бриллианты Душанбе» мы исполним, да, вот сейчас в процессе все это. Просто Фарангиз, пытаемся не отдаляться. все-таки Сергей Райник теперь, как я понимаю, на некой такой постоянной основе будет теперь у нас часто ставить определенные постановки. Сколько раз в год нас ждет интересных и необычных премьер? Не могу точно, да, сказать, но предполагаю, что как минимум в полгода будет одна премьера. Одна По крайней мере, премьера это от рассчитано. Райника. У них, Да. да, у них рассчитана программа уже, возможно, на 2-3 года вперед. О! Да. Алакай, о. Поэтому, да, и это было уже рассчитано при первом его приезде. Это вот в все чем было дело. обговорено. Мафикрам, А мы-то подумали, что ему просто понравился плов. Ну, плов ему тоже понравился. ба фикрам ошиқи тоҷикистон шудааст ки ҳудуди дар ним сол дар 6 моҳ биёяд ба тоҷикистон як саҳна гузарад. Хуб, барои театри мо ҳам ин чиз хуб аст аз як нигоҳ Да. ва ҷалби сайёҳон ҳам хеле хуб мешавад ва умуман вақте ки ба бриллианти душанбе ву қалби заррини шарқ омодагӣ кардем, Сергей Райник устоди сахтгир буд ё ки бо забони шево хуб мефаҳмонд?
Ой, нет, вы знаете, вам рассказывать о процессе работы вот не стоит. Это надо просто видеть. Это просто Да, будет Это пи-пи-пи, видеть, да? да, именно так, и слышать, особенно, ну, возможно, не по отношению к артистам, да, вот Ага. все технические моменты, ага. это звукорежиссер, который очень В много общем, доставалось получал, всем. да, конкретно ему. И когда вот это все начиналось, мы просто, допустим, мы думали, ну, давай сегодня в полножки пройдем, да, устали, нужно Да. силы сохранить. И так, когда слышим, как Сергей орет на весь зал, кричит, чуть ли не пи-пи-пи, мы так со Сель тихо, мирно. Нет, все-таки наденем, да, пальчики, а то, кажется, мы по шее получим. Все, замолчали, встали и отработали все в полную силу. Как бы это жесть. Замечательно. Спасибо за рассказ. Я хочу спросить, вот на самом деле балет — это такое искусство, которое имеет определенные свои рамки и регламенты. А вот как импровизировать? Ну, импровизировать вот мне, особенно в классике, очень легко. Вот у нас, раскрою вам секрет, да, часто бывает, что вот у нас же как любят за день позвонить, да, там срочно нужно выступить, какое-то мероприятие огромное, да, и мы уже с партнером, либо мы настолько хорошо друг друга знаем, либо мы настолько выучили свой репертуар, что нам ничего не стоит буквально за 5 минут до выхода на сцену определиться, да, так, Мухаммад будет вот это, потом за этим мы сделаем вот эту программу, вот и все, номер готов, мы вышли, станцевали, будто бы мы готовили его ровно месяц, как бы импровизация это наше, в классике. В модерне я думаю, что я затруднюсь, да, Но, будет сложновато, да. гораздо, потому что багаж небольшой у меня А еще. проявление эмоций как происходит в балете? Актерское мастерство. Первые 2-3 года я считаю, что такую артистку, как я, нужно было просто выгонять из театра. Потому что я в прямом смысле все свои эмоции показывала на сцене. Это ужас какой-то. Сейчас вспоминаю, думаю, как ты могла такое творить? Как ты себе позволяла это всё? Да, не получалось, допустим, да, что-то на сцене, недовольное выражение лица, там либо топнула, либо вот это все было вот на виду. Сейчас как бы я говорю, боже мой, закрываю глаза, это была не я. будан намегуна ҳолатое ки вақте ки консерт анҷом ёфт ва омадан назди худатону гуфтанд ки ҳамин ҷа ҳамин гуна камбудӣ кардед аз тарафи тамошобин будан намегуна. Ну, я вам скажу так. У нас балетных критиков в Душанбе достаточно. Каждый второй, да? Да. Да. И, видимо, мы их воспитали, да, сами артисты в них воспитали это. Как бы не, приходят, какие-то замечания делают, и это на пользу, да, мы не реагируем на это как-то негативно, нет, абсолютно, как бы. Если здоровая какая-то критика, то почему бы и нет, мы прислушаемся, мы исправляемся, как бы, постоянно, и в соцсетях где-то делают замечания, да, но так вот лично не подходили, да, не говорили, что были какие-то статьи, которые выпускали, да, вот прям очень-очень плохие, как когда я только приехала, да, говорили гадости, я, наверное, эту статью никогда не забуду, но понятное дело, что это просто... Понятно, Да. хорошо. Да. Все-таки давайте поговорим вот еще об одной такой вещи. Когда у вас горят глаза, какая партия помогает зажечь вот этот огонек в ваших глазах? Возможно, любимая партия, которая танцуется просто на одном дыхании? Ой, ну, я думаю, что все-таки это Кармен. О, Кармен, да. И, наверное, это не только мое мнение, а мнение наших зрителей, да, поклонников, которые на протяжении долгих-долгих лет ходят, видят этот спектакль. И почему-то все отмечают именно этот спектакль, что вот это ваш спектакль. Мне не стоит, как сказать, мне не приходится там особо играть, потому что, возможно, вот эти острые черты лица, вот этот характер, не будем испанский, да? Да, не будем его назвать стервозным, но это все у меня с легкостью проявляется, да, мне не приходится играть, только выполнять как хореографию, все. То есть вы считаете, что это прям ваша роль? Но и музыка, конечно, там вот
Я обожаю этот спектакль, я пытаюсь его пропихнуть в наш репертуар максимально, потому что это и просят зрители. Наверное, это все-таки вот самый-самый такой. بهترین Спасибо. و حالی که از رقص و چیز گفتیم عموما یک شما در ترتیب و جدول کاری خود دارید عموما یک روزی شما یک روزی کاری شما چگونه میگذرد Что делает балерина вот буквально целый день, когда приходит на работу? Нам тоже интересно знать. Ой, это, знаете, это полный ужас, потому что я просыпаюсь, да, рано, я преподаю в хореографическом колледже и еще, поэтому нам приходится просыпаться очень рано, собираться на работу, 8 часов быть в колледже, там я провожу 2 пары, это маленькие детки, и уже вот выпускной курс будет у меня. А после этого я бегу как ненормальная в театр. У меня есть буквально 15 минут для того, чтобы доехать, переодеться и подняться. Ну, бывают опоздания, конечно. И все, начинается рабочий день. Рабочий день — это классика, это репетиции, да, индивидуальные, это массовые репетиции. Помимо этого я еще преподаю, да, работаю с нашей балетной труппой. Поэтому как-то сложновато совмещать и свою, да, вот эту сферу деятельности солистки и репетиторство. Это, конечно, сложновато. А потом у меня максимум час перерыва, я бегу в студию балетную, где занимаюсь до уже 8 вечера с детками. Хорошо, что я радиоведущий. برای حیات شخصی چگونه وقت جدا میکنید На личную жизнь, да. Практически нет времени. Абсолютно. فقط Да. در جای کار میگذرد Да, и меня это абсолютно устраивает. Я, наверное, привыкла жить в таком ритме. Мне будет сложно, когда у меня какие-то выходные, либо отпуск, я не нахожу себе места. Я не знаю, чем себя, да, занять. Понятно. Поэтому привыкли к этому. Фарангиз, смотрите, прямо сейчас мы переходим на короткую рекламную паузу. А далее у нас будет блиц вопросов. Эти вопросы, наверное, хотят задать абсолютно все слушатели и многие люди, потому что мы об этом ничего не знаем. Все, это скоро произойдет, друзья, буквально через каких-то 1,5 минуты. Оставайтесь с нами. در موج 107 FM و در دوشنبه است و گرد اطراف آن در سوخت باشد 104 FM است و امیدوارم که شما پیگیر هستید حالی حاضر و اگر میخواهید که ما رو ببینید پس میتونید که با سامانه فیسبوکی ما و یوتیوب کانال ما وارد بشوید و ما رو ببینید که امروز این شام مهمون ما هستند رقاصه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان به نام صدرالدین عینی فرانگیز قاسمова. بار دیگر خوش آمدید فرانگیز. Ну и да, еще раз добро пожаловать. Давайте начнем наш блиц. Это вопросы, которые, наверное, хотят знать абсолютно все. Голова не кружится? Во время Когда вы вращения? выполняете фуэте? Фуэте? Да. Нет, абсолютно привыкла. Что-то кроме воды еще едите? Ой, вы знаете, я любитель поесть. И много Да? чего, А да. вам не скажешь, Фарангиз. Макарошки, там, сладости. Без этого я не могу абсолютно. Хорошо. شریکانتون شما را افتاندند؟ Роняли вахте ли там. меня? Да, роняли партнеры. Ну, знаете, вот почти вот это было на пределе, но так головой я еще не ударялась, конечно, об пол. Но были такие моменты. Были, ну, неприятные, да? Согласитесь. Хорошо, продолжайте, Шот. خب آیا بالرین تنها موسیقی کلاسیک گوش میکنند یا نه؟ Нет, абсолютно. Там Это жанр. может быть такое разнообразие в плейлисте, что вы сами не ожидаете этого. Да, ну, если вы бачату танцуете, то нам, в принципе, удивляться некуда. Как вы танцуете на дискотеке, кстати? Ой, очень даже неплохо. Просто я редко вообще вообще хожу, выбираетесь. либо давно не была совсем. Уже не знаю, как я танцую. Возможно, похуже, чем было лет так 5 назад. Да, Но думаю, что хорошо. я неплоха. رقصیدن با پایافزاری پوانت دردناک است؟ Не, ну со временем, если ты натираешь какие-то мозоли, да, в процессе работы, то какую-то определенную неделю, да, следующую очень сложно, очень больно. Нужно, чтобы эти ранки Тут еще как-то зажили. нужно правильно завязывать их, да? Да. Вот в да. этом вся беда прям. Да. Вот видишь, я знаю, кое-что из балета я знаю. Идем дальше. Как устраняли конкуренток?
это сейчас не подумайте, что я вне конкуренции, да, Ага. и я недосягаема, что-то в этом роде. Но у нас на самом деле нет конкуренции, потому что у нас на счету каждый артист. И каждый новый артист, будь это солистка, она просто, я буду безумно ей рада, потому что они облегчают нам работу, да. Мы, То есть наоборот, у меня это есть... все-таки миф какой-то определенный, то, что существует Нет, конкуренция? есть конкуренция, есть, просто в нашем театре ее нет. А. Мы наоборот пытаемся друг другу помочь, делать замечания, работать друг с другом, как бы мы обошли стороной. бараки Хорошо. шуморашон камтар аст барои ман. Ва чӣ гуна бояд фаҳмид ки балет дар бораи чӣ аст? Агар ҳунармандон унҷо танҳо рақс мекунанд. Нет, почему балет это танец жестов, да? Мы же... Чӣ гуна фаҳмид? Мы же На ҳар руками- тамошобин метавонад ки ина фаҳмад. Это Ҳамон аст. можно понять. Это чигуна? нужно просто сконцентрироваться, да, не отвлекаться во время спектакля. Следить за руками, за всеми жестами, за мимикой, и ты поймешь абсолютно все. Отлично. Какой карьерный рост может быть у балерины? Ну, как сказать, мне кажется, самое главное это, наверное, максимум партий, да, багаж, который ты несешь. Как бы у меня он достаточно такой богатый, да, насыщенный очень, у меня много спектаклей, и не всем дается это, да, вот благодаря тому, что нет таковой конкуренции, мне посчастливилось танцевать многие партии, о которых даже мечтать не могут, да, некоторые балерины. То есть это и есть верх Я считаю, карьеры что балерин? это да, да, Хорошо. это самое главное. Идем дальше. Дар касби худ чӣ чиза дӯст медоред? Что люблю в своей работе? Да. Да, абсолютно все. Пусть и процесс, каким бы он ни был сложным, и итог. Ну, конечно, самое крутое, это, конечно, итог. Эти зрители, да, восхищенные, с блеском в глазах, хлопают, да, Бис, аплодируют. браво. Да, что-то в этом роде. Конечно, это больше всего. Продолжите фразу, довольно простую. Балет это для вас. Что это? Танец души пусть будет. Танец души. Хорошо. Отлично. Что ненавидите в своей профессии? Ненавижу, возможно, свои же какие-то определенные срывы в процессе работы, да. А, ва дар охир вақт фарангез бигӯед ки вақте ки бори аввал балетаро шурӯъ мекунед ба худ чӣ маслиҳат медиҳед? Еще раз. Смотрите, напоследок вот такой вопрос от Дишо, да? Я переведу. Что вы сами себе бы сказали, когда только начинали путь балерины? Бале. Ты стоишь на правильном пути. А я потом другой. Уходи, уходи. Нет, Да, да. нет, абсолютно нет. Ты стоишь на правильном пути. Продолжай в том же духе и не останавливайся на достигнутом. Спасибо большое. И- маслиҳат ба нафароне ки мехоҳанд ба ҳамин самт бираванд. Не бойтесь, рискуйте. При желании может получиться абсолютно все. Напоследок еще один вопрос от слушателя. Балет — это боль, это травмы, которые получают артисты. После получения травмы и вот этой боли, как вам удается снова идти на репетиции? Вот. Я ведь говорю о том, что вот весь этот процесс, да, он болезненный. Но самый, так грубо скажем, кайф, да, это вот то, что происходит в конце. Это поклон, это зрители, это благодарность зрителей, это аплодисменты, овации. И все И это забывается? все, да, скрывает все то, что происходило до этого спектакля. ва як суоли дигар аз тарафи шунавандаи мо обидҷон навиштааст ки мегӯяд Фаррух Қосимов хешовандони шумо ҳастанд? Не знаю. Надо проверить родословную. Надо проверить, ин да. ҳунарманди театру кино аст Фаррух Нет, Қосимов? нет, видимо нет. Видимо, нет. Дишо, агар нет. медонистам обидҷон суолатонро ман додам аллакай ҷавобашро худатон шунидед. Фаранги, спасибо вам огромное, то, что пришли сегодня. Спасибо, то, что открыли некоторые интересные аспекты столь сложной профессии. Да. Нам было интересно об этом узнать. Творческих успехов, максимальных взлетов и поменьше падений. Огромное спасибо.
безумно приятная была беседа. И ждем вас в театре на всех наших премьерах. ман ҳар вақте ки вақт ёфтам ҳатман тамошо мекунам. Барои ман мехоҳам ки фаҳмам. Ман қадар бале дурстор нестам, мехоҳам ҳамин чиза Я фаҳмам. вижу абсолютно всех зрителей. Я вас увижу. Были вы? Понимаешь, вот. И зря вы так говорите, ведь он на работу приходить просто не будет. Он пропадать потом будет постоянно в театре. шунавандаи азиз, мо дар соати дуюми барномаи микшоп бархоҳем гашт, дар соати сеюм аст дурустар аст бархоҳем гашт. Тамошобинон ба шумо хайр. Эй! интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред.